Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня». В студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Ключевая отрасль, которая обеспечивает продовольственную безопасность. Среди обладателей премии «Человек труда» 6 награжденных работники сельского хозяйства. Твое пространство развития. Студенты ознакомились с текущей ситуацией на рынке труда. Расскажем подробнее. Критическая ситуация сложилась на улице Дежнева. Жители района Радиоцентр жалуются на подтопление талыми водами. Вопрос постоянного приоритета. В республике подписали соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений. История символа и правила его ношения. В Якутии стартовала ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Глава Якутии принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в стране. В этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Якутии предусмотрено более 8 миллиардов рублей, из которых 4,5 миллиарда – средства федерального бюджета. Деньги будут направлены на улично-дорожную сеть городской агломерации Якутска и на реконструкцию мостовых сооружений. Планируется ввод 3 мостовых переходов через реку Нюя на автодороге Мухтуя в Ленском районе и через реки Минкюле и Тампарук на автодороге Яна в Тампонском районе. В столице республики впервые прошло вручение премии «Человек труда». Было выдвинуто более 300 трудовых коллективов, в том числе и частные организации. Финальный отбор лауреатов определяла комиссия. Подробности в следующем сюжете. 50 лучших тружеников республики удостоились звания «Человек труда». Одним из победителей стал Алквиат Иванов. Он работает в сфере медицины уже более 30 лет, и благодаря своей упорной работе он был номинирован на премию «Человек труда». Мы подали конкурсную заявку, и все этапы прошли. Потом мне в конце апреля сказали: вы победитель конкурса «Человек года». Я очень рад, потому что это поддержка нашего общего большого коллектива, нашей больницы. И сколько я работаю в одном учреждении, 30 с лишним лет, и это итог моей работы. Также среди получивших награду Галина Власова, посвятившая 52 года своей работе. Она гордится тем, что в ее трудовой книжке всего одна запись – сотрудник Капитоновского дома-интерната. Главное – это работа, наши проживающие, которые окружают нас. Мы работаем ради них, чтобы было им тепло, светло, уютно. Что еще сказать? Для меня эта награда, это вообще, я такого не ожидала. Всем большое спасибо, начиная от главы и кончая наше руководство. Как заявил глава республики Айсен Николаев, он учредил данную награду не для генеральных директоров и главных инженеров, а обычных работников разных направлений. Именно благодаря обычным труженикам различных сфер наша республика активно наращивает темпы развития экономики. Сегодня нам поистине есть чем гордиться. Наша Якутия – лидер по темпам экономического роста в целом в стране. Мы ставим небывалые рекорды уже 4-й год подряд в добывающих отраслях. Вводятся крупнейшие промышленные объекты. По всей республике сейчас сносится аварийное жилье, открываются новые современные школы, детские сады, дворцы культуры, спортивные комплексы. Глава республики отметил, что премия «Человек труда» будет проводиться ежегодно, так как необходимо не проходить мимо тружеников, которые посвятили себя своей работе. Галина Чкурова, Георгий Григорьев, Виктор Дичковский, Якутск. Отметим, что среди 50 обладателей премии «Человек труда» 6 награжденных – это работники сельского хозяйства. Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Петр Попов, упорным трудом, любовью к работе в любой профессии можно добиться выдающихся результатов. Он поблагодарил каждого за упорный труд и подчеркнул, что данная отрасль является ключевой по обеспечению продовольственной безопасности города и республики в целом. Лауреат этого года – основатель универсальной семейной фермы «Менкер», генеральный директор предприятия «Белые ангелы» Саргылана Рожина выразила благодарность за высокую оценку.
премия, что для меня дает? Это дает, во-первых, перед моими детьми, то, что я, ихняя мама, да, начиная с медицинской сестры, добилась высокого результата своего труда и признания всей республики. И я думаю, что мои дети мной будут гордиться и, соответственно, будут дальше стремиться к большему, потому что мы работаем как семейная компания. Также в год труда в Книгу почета лучших трудовых династий Якутии внесены 10 семей, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие родной республики. Это представители отраслей образования, энергетики, угольной промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и оленеводства. Напомним, в 2012 году в целях повышения престижа рабочих профессий была учреждена Книга почета лучших трудовых династий республики. Всего за этот период в книгу внесены 65 трудовых династий. В 2023 году уже 304 педагога, и общий стаж перевалился за 800 лет. В нашей династии эта профессия педагога остается самой востребованной. Я считаю, что профессия педагога – это самая, скажем, счастливая профессия. Студенты же, в свою очередь, ознакомились с текущей ситуацией на рынке труда. Карьерный Open Space «Твое пространство развития» провели в столице региона. Данный проект позволит взглянуть на ситуацию с трудоустройством с другой стороны. Всего приняло участие более 1000 выпускников и студентов учебных заведений республики. В стенах Северо-Восточного федерального университета проходит Open Space, где работодатели расскажут студентам, выпускникам о траектории развития карьеры и самореализации. Стоит отметить, что здесь могут принять участие все желающие выпускники учебных заведений нашей республики. Чаще всего ярмарка вакансий для студентов-выпускников ассоциируется с традиционными встречами с работодателями. Однако в этом году Центр оценки развития компетенций решили попробовать новый формат проведения карьерного мероприятия. Мы таким образом трансформируем стандартные ярмарки вакансий, встречи с работодателем, которые происходили всегда. Студентам нынешнего поколения это сейчас немножко скучненько, поэтому вот такой формат с диджеем, с кофе-точкой, с музыкой и различными подарочками. А сейчас хотелось бы узнать мнение у самих участников проекта Open Space. Ребята, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления, как вам ярмарка, что вам больше всего понравилось? Проходит много чего, много треков, что очень интересно для всех. Что вам понравилось? Тренды рынка труда мне понравились. Очень хорошо ознакомливают, как именно подготовиться к собеседованию, что нужно сказать, как составлять резюме и так далее. Я думаю, это очень для выпускников это очень крутая возможность развиваться. Например, очень сильно теряюсь, что мне делать после выпуска. Здесь именно я ознакомливаюсь сразу напрямую у предприятий, беру информацию по актуальным вакансиям, и уже есть примерные ориентиры, куда идти и что делать. На мероприятии участники познакомились с предприятиями-лидерами, которые сегодня диктуют тренды в развитии персонала. Всего представлено порядка 30 предприятий, в том числе государственные учреждения. Это отличная возможность для студентов ознакомиться с будущей профессией, посмотреть, какие имеются вакансии, ознакомиться со спецификой работы. Мы очень рады, что также принимаем участие в данном мероприятии, и вот студентам была оказана помощь в подборе и выборе профессии в рамках в органах внутренних дел. По итогам мероприятия выпускники учебных заведений познакомились с работодателями и ознакомились с текущей ситуацией на рынке труда, рассмотрели перспективы выбранной отрасли, узнали, как открыть свое дело и стать самозанятым. Лена Андреева, Павел Пахомов, Якутск. Дмитрий Садовников провел заседание оперативного штаба по ситуации с лесными пожарами в республике. В ходе видеоконференц-связи первый зампред правительства заслушал доклады районов и профильных министерств совместно с пожарным надзором МЧС России по республике о готовности к пожароопасному сезону. Как отметил Садовников, не за горами майские праздники и плюсовая температура в ночное время, что может послужить ускорению событий по лесным пожарам. Также во время заседания было дано поручение районам о необходимости подготовки к рейдовым проверкам по недопущению сельхозпалов и иных мероприятий, которые могут стать причиной возгорания больших территорий. Из-за неосторожного обращения именно огня по вине людей
произошли большие трагедии в Урале и в других участках нашей великой страны. Мы не исключение. К сожалению, у нас истории такие есть, когда по вине, скажем, людей происходят локальные, скажем, пожары, несоблюдение пожарной безопасности во время походов. Жители района Радиоцентр по улице Дежнева в столице республики жалуются на подтопление талыми водами. Критическая ситуация наблюдается на Дежнева, 87. По словам жителей Радиоцентра, их придомовая территория является своего рода накопителем талых вод. По мнению пострадавших, помочь может мощная мотопомпа, иначе талыми водами зальет все квартиры первого этажа. Между тем, в пресс-службе мэрии Якутска сообщили, что сейчас местное управа проводит работы по откачке талых вод. Проблемой здесь является то, что рядом с домом есть озеро, после таяния которого вода хлынула на дорогу. Как отметили в пресс-службе, ситуация улучшается. В Якутске продолжается откачка талых вод. За сутки откачано более 16 тысяч кубометров воды, привлечено 257 единиц техники. Также ведутся работы по пропарке лотков и по запуску насосных станций. На сегодняшний день управы работают в круглосуточном режиме. Всего за сезон с 28 марта откачано более 95 тысяч кубометров воды. Жители Якутска и пригородов могут подать заявки на откачку специалистам ЖКХ территориальных органов управления. Заявки принимаем напрямую по управам. Жители могут обратиться, номера там все знают, или через телеграм-каналы. Также можно заявку подать в ЕДДС, которая тоже нами контролируется, ход исполнения. Всего по городу задействовано более 60 ассенизаторских машин. Это у нас техника жилкомсервиса, ихние подрядчики управ. Состоялось торжественное подписание Республиканского соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в республике на 23-25 годы. Соглашение подписали правительство республики, Федерация профсоюзов и региональное объединение работодателей «Союз товаропроизводителей республики». Оно будет направлено на защиту трудовых интересов работников всех предприятий региона. Напомним, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что важнейшим вопросом, который нужно держать на постоянном контроле, является повышение эффективности и производительности труда. В рамках этого соглашения мы договариваемся об основных гарантиях, которые будут, безусловно, предоставляться в рамках этого партнерства для жителей республики, работающих жителей республики, о социальных гарантиях безопасного и достойного труда. Это основной смысл такого соглашения. Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню памяти о Чернобыльской катастрофе, Дню памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей, и Дню пожарной охраны России, прошло в Нерюнгринском пожарно-спасательном гарнизоне. В торжественной обстановке состоялось возложение венков памятному знаку пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, а также вручение ведомственных наград, почетных и благодарственных грамот, отличившимся во время несения службы бойцам. Более того, состоялась передача сертификатов на новую специализированную технику, которая пополнила автопарк пожарно-спасательных отрядов Нерюнгринского района. Мы получили новую технику. У нас происходит техническое перевооружение. Мы получаем не только технику, но и снаряжение, которое позволит нам более оперативно, более максимально обеспечить выполнение наших задач, которые перед нами стоят. В целом, хочу всех поздравить с Днем пожарной охраны России, особенно отметить личный состав, который находится сегодня у нас на службе. Они, независимо от того, день, ночь, праздник или обычный день, они выполняют свои задачи по предназначению. В Якутии стартовала ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая призвана сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. В столице региона волонтеры Победы будут раздавать георгиевские ленточки, рассказывая землякам об истории этого символа и правилах его ношения. Раздача символов боевого подвига будет проходить на площади Ленина, Комсомольской, Победы и Орджоникидзе, а также в сквере Матери. Акция пройдет на территории всей республики до 9 мая включительно. Георгиевская лента – это официальное, знамя победы, которые люди надевают на 9 мая, например, чтобы почтить память и историю наших предков.
Но нынешняя молодежь, к сожалению, не знает, да? Поэтому мы объясняем, краткую историю озвучиваем. Вот со мной стоят молодые волонтеры. Тут люди все положительно относятся, с уважением. Якутский язык окажется на грани исчезновения примерно через 20 лет. Об этом заявила лингвист Лилия Бечиген из Якутска. Сегодня во всем мире только 400 тысяч человек могут говорить на этом языке. Эксперт считает, одна из причин – отсутствие необходимой среды у подрастающего поколения. Проблемой обеспокоены и жители Мирного. Подробности в следующем сюжете. На работе мы возим грунт. Еще что? Еще алмазовый. Что же такого мама и папа делают на работе? Интересно, пожалуй, каждому ребенку. Федот Унаров не прочь рассказать дочери про свою профессию. Водитель самосвала переехал с женой из Сунтара в Мирный в 2012 году. Здесь их семья пустила корни. Родились 4 детей. Но ни один из них не говорит на родном якутском языке. Федот саха по национальности с таким раскладом мириться не готов. Стараемся дома по-якутски разговаривать, но отвечают все равно по-русски. А так по-якутски, да, мы вот учим своих детей. Они, вот, допустим, некоторые слова они говорят, но вообще с акцентом говорят. О том, как и где в Мирном изучить якутский язык, Федот поинтересовался во время прямого эфира Айсена Николаева на телеканале «Алмазный край». Оказалось, проблема куда серьезнее. По статистике республиканских лингвистов, в каждом поколении уровень владения якутским снижается примерно на 20%. Если ситуация не изменится, то через 20 лет язык окажется на грани исчезновения. Вы знаете якутский язык? Нет, я не знаю. А не было желания изучить? Ну, интересно было, да. У меня муж якут. Хотела бы, да. Пока времени нету. Я не знаю. Все девчонки, подружки якуты, все говорили на русском, поэтому... Не получилось? Не получилось, да. Не получилось. А так словарь взяла якутский, пролежала все. Основная причина незнания якутского – отсутствие языковой среды у подрастающего поколения. Так говорят лингвисты. В семьях Мирного сегодня общаются преимущественно на русском, а школы все реже включают в общеобразовательные программы предметы на якутском. Сегодня в алмазной столице нет ни одной школы с изучением языка саха. Но есть единственный садик, где малыши изучают разговорный якутский язык. В детском саду «Теремок» в 2020 году открыли экспериментальную группу. В нашей группе 24 воспитанников разной национальности. Разговорный якутский язык мы ведем в игровой форме. День у нас начинается с приветствия «Доброе утро» и заканчивается «До встречи». Изучать язык легче всего в детском возрасте. Зная это, общество Алмаза Анабара, дочка компании «Алроса», пару лет назад выпустила мультфильм «Лисенок Тока» для малышей от 2 до 5 лет. Герой мультика учит ребятню заботе о природе, трудолюбию и другим традиционным ценностям. 6 серий находятся в свободном доступе на YouTube-канале Чухон. Впрочем, на этой платформе достаточно и других видео, переведенных с русского на якутский. Популярное аниме, фиксики, сказки народа саха. А якутские фильмы сегодня и вовсе заполонили российский кинопрокат. Большинство выходит с русскими субтитрами. Лингвисты говорят, один из лучших способов изучения любого языка – это общение с носителями. Но если такой возможности нет, можно вступить на онлайн-курсы или изучать язык по приложению на телефоне. Создать платформу для изучения якутского языка в 2022 году решила семья лингвиста Лилии и радиоведущего Нюргуна Бечиген. Приложение назвали «Сахалым», что в переводе по-якутски. Создатели разработали доступную методику изучения языка для взрослых и детей от 8 лет. С помощью бесплатного приложения можно изучить якутский язык из любой точки мира. Приложение, вот первый этап, он рассчитан для начинающих с нуля, для людей, которые вообще не знают якутский язык. Вот. И, по крайней мере, наработать какой-то вокабуляр начальный, да, словарный запас, понять, как строится предложение, словосочетание и аудирование, да, то есть воспринимать речь на слух. Вот эти вот задачи наше приложение закрывает. Для тех, кому приложение окажется мало, есть платные курсы от этих же авторов. Записаться на обучение можно по номеру на экране.
Сегодня по всему миру якутский язык знают около 400 тысяч человек. Возможно, благодаря современным технологиям и приложениям это количество увеличится. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». 29 апреля отмечается Международный день танца. В Нерюнгри немало танцевальных коллективов, но ансамбль якутского танца «Артык» полюбился нерюнгринцам своим своеобразием и самобытностью. В День Республики творческий коллектив представил отчетный концерт, на котором зрители могли увидеть изящество и грациозность традиционных танцев народа Саха. Накануне своего отчетного выступления ансамбль «Артык» стал лауреатом первой степени международного фестиваля конкурса. Победу нерюнгринцы одержали в номинации «Народно-стилизованная хореография», представив композицию «Благословение божества Джохэгэй». Мы отправили свои работы в Москву на международный фестиваль искусства танца и удостоились награды лауреата второй степени. И еще на вершине Олимпа называется лауреаты первой степени. Ансамбль был создан в 2015 году хореографом Верой Лукиной при Центре культуры и духовности имени Пушкина города Нерюнгри. В репертуаре коллектива более 10 танцев. В «Артыке» занимаются люди разных профессий – студенты и школьники. Для меня якутские танцы – это как способ самовыражения, способ вылить свою душу в танец и воплотить это все на сцене, показать это все публике. По национальности я ивенки, я с Иенгры. В ивенкийских ансамблях, ивенских ансамблях танцевал. Сейчас в якутском танцую. Для меня это прям поддержание культуры, я горжусь этим и стараюсь донести до молодежи, чтобы содержание культуры не потеря была ее, а именно поддержание. Мне очень нравится наш коллектив танцевальный, все очень дружелюбные, все очень добрые. Это на самом деле и все очень сплоченные. Вот это вот прям на самом деле спасает, прям придает силу, какую-то энергию на всю следующую неделю. В репертуаре ансамбля есть танцы, отражающие окружающую природу, рассказывающие о близости и нерасторжимости с ней народов Севера. А танец стерхов в современной стилистике является визитной карточкой коллектива. На творческом вечере «Артыка» были представлены номера совместно с вокальным ансамблем «Апельсин». Хороший концерт, такая пластика, такая вот синхронность, так все здорово, очень понравилось. И прямо вот даже в ритме до сих пор еще нахожусь. В них энергетики и много в них достаточно того движения, которое вот они действительно делают. Поэтому прекрасно все. И огромная благодарность за вот этот задор, за молодость, за юность, за красоту, за такие шикарные костюмы, за такую подачу в зал, необыкновенной радости, красоты. Я очень счастлива и довольна. Во всех танцах народа Саха испокон веков вложено понимание природы и человека как единого и нерасторжимого целого. Это единство отражается и в выступлениях ансамбля «Артык». Естественность, простота, плавность и гармония движений. Пожелаем же успехов нерюнгринским продолжателям традиционного национального искусства. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутске проходят республиканские соревнования «Кубок труда». Это отборочные соревнования к 7-й всероссийской спартакиаде среди трудящихся. Сегодня спортсмены соревновались в пулевой стрельбе и настольном теннисе. Всего из разных организаций города пришли 150 участников. Напомним, соревнования пройдут до 28 мая по 9 видам спорта. Затем лучшие спортсмены войдут в сборную республики и будут участвовать на финальной спартакиаде, которая пройдет в городе Пермь с 17 по 21 августа. Мы очень рады, что активно участвуют в нашей республике. По итогам соревнований отберутся лучшие участники и поедут на соревнования в Пермь в августе этого года. Соревнования проходят хорошо. Очень много участников, там 16 команд. Мы пока идем третий. Очень волнительно. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.